Сегодня мы в очередной раз с Алиме решили провести встречу с нашими друзьями, с художниками, скульпторами, медниками, просто с друзьями. Мы решили провести мастер-класс. Вот, каждый раз, проводя мастер-класс, немножко меняем тему. И сегодня тема была пласт. Задача сделать, используя пласт, какое-либо произведение, которое сам автор хочет просто воспроизвести. Это Алимага. Вот, Алимага, у меня выбора не было, над чем работать. Он напротив сидит, и вот он пьет кофе. Это называется кейф, работа, кейф. Художник на отдыхе. Он вообще уникальный. Он даже мне поправляет. Я даже немножко засомневался над его прической. Я работал над прической. Он говорит, отлично, вообще не трогай. Здесь у нас вот получается вот жизнь, начало, а здесь уже вот высохшее, я вот хочу, еще не доделал, это конец. Детство вспомнил, так интересно лепить. С детства вот я не лепил, так-то резал дерево там и все, а вот глиной настолько увлекся. Образ, который уже, наверное, лет 40 во мне сидит, это летящее бізге мелек, келген біздің Қырымға келіп, бізге қысмет ашып, гүл сепіп, сазын беріп, на более бір япа жақ олам, ама соңы қайыр білмеймін не олайжақ. Машалла бізге более топлап, біздерін бір яшлықын аңдыра бізге, когда мы экспериментировали, так сказать. Это кипарисы, это дома, это джами, это дом. Это наш Аксакал. Честно говоря, не хуже, чем живопись. Эта шамотная масса, она более устойчива к термическим всяким перепадам. Можно лепить сутки, двое, трое. Главное смачивать, накрывать вовремя, следить за тем, чтобы не пересохла глина. После того, как работы обожгутся, их нужно будет потом или глазурями покрасить, или ангобами, или и ангобами, и глазурями. Это же все творческие люди. У творческих людей всегда все получается. Талантливый человек, талантлив во всем. А мне еще интереснее наблюдать, как человек, который пишет картины, занимается живописью, как он проявляет себя в глине. Интересный материал, всем это нравится, особенно когда уже заканчиваешь, там начинаешь работать над деталями, и что-то проявляется уже окончательное. Дед со своей внучкой, видимо, она к нему пришла в гости, или он к ним. Вот встретились. Не только для меня, но и для всех это как терапия для души. Сам Ильдар, я думаю, керамика – это самый такой демократичный вид искусства, который позволяет любые капризы именно в глине творить. Я посвящаю вот это вот как блюдо, посвящаю Алиме Ханум и Эльдару. Вот он в такой, вот это семье посвящаю. Самая главная задача, чтобы люди пообщались, обменялись опытом, просто позитивом своим, чтобы они почувствовали ту свободу, вообще, которая не связана с их прямой деятельностью. Вот. Для меня, мне кажется, это очень здорово.